Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами тайно следит, кто за вами постоянно тайно наблюдает? Давайте узнаем. Ни о ком не думайте, песочек все покажет и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы, однако, популярная. Извините, что так утрированно говорю, но вот очень много людей вышло. Прям больше, чем могло бы быть. Да, это общая отсыпка, и у кого-то отыграется несколько людей, у кого-то все отыграются, но тем не менее. Прям смотрите, персонаж на персонаже персонажем погоняет. Так, ну давайте начнем с ваших недоброжелателей, начнем с ваших врагов. Ой, следят, ой, наблюдают. Постоянно идут какие-то расспросы, разговоры. Кого-то из вашего окружения постоянно прям чуть ли не пытают с пристрастием, чтобы все про вас знать, про то, что делаете, какие планы, что там у вас дома, что там у вас на работе, что задумали, что придумали, чем занимаетесь. Да, вот постоянно идут расспросы. Люди абсолютно не живут своей жизнью, они полностью вовлечены в вашу жизнь. Вам, конечно, такое не надо, но что случилось, то случилось. Тут даже, знаете, как вот эта вражда, она больше на зависти построена. Да? Скорее всего, вашим врагам хочется быть как вы, хочется занять такое же место, как у вас. Да? Ну, у кого-то, может быть, вот прям отыграется по работе, да, какая-то вот вражина, соперник, соперница. Кстати, мужчины очень часто враждуют с женщинами, особенно вот в бизнесе, в работе. У кого-то, может быть, и среди родственников есть враги, да, которые хотят прям все про вас знать, чтобы это все использовать против вас, да, какое-то ваше слабое место найти. У кого-то могут быть и всякие в любви соперники и соперницы, да. Ну, всякое бывает, понимаете. Расспрос, информацию, копят про вас информацию, собирают информацию. Чем больше они о вас узнают, тем у них больше подгорает. Подгорает в смысле, что вы какая-то со всех сторон идеальная, что вот подкопаться не к чему. И если бы у них не было этого чувства ненависти либо зависти, то вами нужно восхищаться. Да? Ну как по-другому? Да? Со всех сторон идеальная женщина, которая и добродетельна, и хорошо воспитана, и милосердна, и прям работает от души, от сердца, никому ничего там не желает, не делает, не вредит. Понимаете? Вот подгорает от того, что вы какая-то особенная, и против вас совершенно нет какого-то компромата, да, вот что можно использовать. У вас как слабых мест еще нет. Вот такое мне идет. И еще могу сказать, что могут следить не только за вами, но и за всей вашей семьей. Возможно, не имея возможности подкопаться к вам, будут копать под ваших близких, да, чтобы вот удар вашего близкого и вам навредил. Да, вот такой еще может быть замысел. Это очень плохо. И вот зря они это делают. Я вот вижу, что вас обижать-то нельзя, совсем нельзя. За вами ангелы стоят, за вами сильнейшие рода стоят, за вами высшие силы стоят. Вы особенный человек с особой аурой, энергетикой. Вот не хочется это говорить, но все равно скажу. Тут у кого-то по правую руку свет, а по левую руку тьма. Это может говорить о том, что вы потомственный маг. Да, потому что маги, они создатели, они работают со всеми стихиями и работают как со светом, так и с тьмой. То есть, возможно, вы не практикующий маг, хотя, может, и практикующий, но, тем не менее, это есть, это у вас в крови. И тут не дать, не взять, оно есть, и оно никуда не денется. То есть вам, грубо говоря, с правой руки в хороших делах помогают светлые силы,
А с левой руки, вот там, где нужно возмездие, откат, бумеранг, наказать, темные силы помогают. Это не значит, что вы там с ними на каком-то контракте, либо какой-то договор есть между вами. Нет, это скорее говорит про родовую силу, родовая сила, которая вот при вас. Пользуйтесь, не пользуйтесь, она все равно при вас, и она работает. То есть вы можете жить свою жизнь прекрасно, да, ни о чем не думать, ничего такого не делать, но оно приходит. Возмездие вашим врагам, оно приходит. Тот, кто обижает не только вас, но и ваших близких, а поскольку ваши близкие — это ваше сердечко, да, они все под защитой вашей сердечной любви, то прилетает, и прилетает очень здорово. И уже прилетало, еще будет прилетать, потому что люди глупые вот постоянно лезут на рожон. Да? Лезут, получают, отползают, а на их место приходят новые люди. Вы очень яркая, вы ярко живете, вы очень мало о себе рассказываете, вы очень мало выносите на публику. И вот такие недоумки, да, они как бы начинают нервничать, они начинают задаваться вопросами, вот откуда у нее деньги, а почему она так хорошо выглядит, а почему такая здоровая, а вот почему ее все любят, почему все уважают, скорее всего, что-то не так, что-то там не то, мутная женщина, да, ну вот начинает оправдывать, скорее всего, свои неудачи, да, что типа они, да, нормальные, а вот с вами что-то не так, да, что вы не та, за кого себя выдаете. Очень много, кстати, разговоров среди этих людей по поводу того, что вы все, вот, что имеете, нечестным путем получили. Ну, как бы сложно признать, да, что вы просто трудоголик, и что вы никогда себя не жалели и работали в поте лица. Да? Это сложно признать, это прям невозможно для них признать, потому что они так работать не умеют и не хотят. Да? Ключевое — не хотят. Не пробовали даже, да, потому что ну, это же сложно, да, себе там рвать все части, это же сложно. Вот, поэтому начинают придумывать вот такие гадости про вас. И что еще показательно? Ваши недоброжелатели, они очень себя скрывают. Да? Они вообще-то побаиваются вас, и они себя скрывают. А еще ваши недоброжелатели очень сильно побаиваются огласки. Видно, вот как я говорила, да, вас очень многие любят, вас очень многие уважают. И эти недоброжелатели это тоже прекрасно видят, да, дают себе отчет, что против вас открыто идти нельзя, потому что можно конкретно нарваться на ваших защитников, на ваших поклонников, на тех, кто вас в сердце содержит. И вот какая-то вот как подковерная крысиная возня здесь показана. Крысы мелкие, в принципе, боятся, что их боятся. Это просто неприятно, да, что они постоянно лезут в ваши дела, постоянно пытаются к вам там в окна подглядывать, в вашу квартиру, в ваш дом подглядывать, подглядывать не только за вами, но и за вашими близкими. Вот эти расспросы все бесконечные. Это неприятно. Что поделаешь, да, вот не повезло вам, оказались вы в такой среде. Либо, это как данность, да, вашей силы, либо вашего пути. То есть привлекать внимание, быть, скажем так, у всех на виду и ломать людям головы своей загадочностью и своей эффективностью, да. Не понимают они, как вы всего добились. Вот не понимают и все. Ищут каких-то объяснений, но поскольку они тугодумы, да, объяснения у них все такие мерзкие, да, что вот кто-то дал, где-то она там настреляла, либо еще что-то, да, вот какие-то гадости. Так, вы за них не переживайте, по поводу их, вернее, не переживайте. Вас обижать нельзя, кто полезет, тот сразу и получит. И ваших близких обижать нельзя, да, потому что у вас любовь в сердце, она как защита для ваших близких. А сердечная любовь — это самая лучшая защита. Срабатывает как защита, особенно вот на детей, на родителей, да, кто по крови вам родной. Так, дальше. За вами тут какой-то бывшенький следит. Причем самый, как сказать, отчаянный, наверное, да. Тот, кто до сих пор ждет и верит в то, что вы дадите ему еще один шанс. А вернее, он верит в то, что вы придете к нему и будете его возвращать в свою жизнь. Еще и как бы надеяться на то, что вы будете его упрашивать. Следит он за вами либо через кого-то, чьими-то глазами, может, у вас общие знакомые, либо он следит через соцсети. Запросто может быть. И вот он такой там, типа, когда же. Очень надеялся этот бывшенький, что вы без него не сможете. Очень надеялся, что ваша жизнь превратится в тыкву.
что вы сама не справитесь, что вы там за ним будете бегать, упадать, на коленях ползать, босая по снегу, да, просить вернуться, просить там что-то сделать, спасти, типа выручи меня, да, я одна там пропадаю. Почему-то он вас считал какой-то прям слабой, неактивной, считал, что вы ну вот ничего сами не можете, да, вот как-то у него так вот в голове все это сложилось, что вы такая слабенькая девочка, которой обязательно нужен сильный мужчина-покровитель. Ну, почему-то он себя посчитал сильным мужчиной-покровителем, хотя ни силы, ни мужества, ни покровительства в нем я не вижу. Ну и, скорее всего, вы тоже не видели, поэтому он и стал вашим бывшеньким. Очень надеется, вы ему очень часто снитесь, он постоянно какие-то диалоги ведет, то ли с вашим изображением, то ли вас представляет. Скорее всего, у него есть фотография, потому что ваша общая фотография. И вот постоянно он там вас как девочку воспитывает, что ж ты такая там непослушная, что ж ты там так мучаешься, я же тебя жду, да, я же даю тебе шанс, я ни с кем другим в отношения не вхожу, потому что я жду, пока ты, значит, придешь и будешь меня там на коленях умолять и возвращать в свою жизнь. Ну, я так понимаю, что ждать он будет ровно до последнего вздоха, да, потому что вы для него все-таки роковая женщина, это не он для вас, это вы для него. Вот, а он, балбес, не понимает. И второй момент, ну, возвращать вы его точно не будете, вы уже давно благополучно о нем забыли. И это человек, о котором вы вообще вспоминать не хотите. Ну, как, будь он последний мужчина на этой планете, вы бы его к себе и на пушечный выстрел не подпустили. Вы с ним ошиблись, да, вы в нем ошиблись. Вы думали, что можете ему помочь, исправить его можете, а он оказался неисправимым. Он оказался бракованным. Вот, там уже как бы не исправишь, нужно переделывать, да, переплавлять заново, создавать, но никак по-другому. Не понимает, какая-то непроходимость у него, недоразвитость еще мне идет. Как бы что было, то было, зря как бы мы про него стали говорить, да, зря его вообще показали. О таком вообще не стоит вспоминать. Но вот он ждет, он наблюдает, он все надеется, что вот у вас дела ухудшатся, да, и все, он, значит, там приготовится, сядет и будет вас ждать. А у вас дела не ухудшаются, наоборот, улучшаются. Представляете, как ему неудобно, да, это все осознавать, как ему это все болит. Нет, но вы бы даже при хороших раскладах все равно бы с ним не остались, потому что он очень сильно отстает в развитии, он не тот, кем себя подавал, и, ну, как бы, не знаю, возможно, вы вообще к нему серьезно не относились, да, может, просто пожалели его, а он такой: о, она в меня влюбилась, все, типа, моя теперь будет. Ну, нет, это не так работает, ну, по крайней мере, для вас. Дальше. У кого-то вот соседи ненормальные, одержимые, они постоянно подслушивают, они ходят около вашей входной двери. Либо, если это частный сектор, да, вокруг там дома, в окна пытаются заглядывать. У соседей, у ваших, очень скучная жизнь. Им нечем, видно, заняться, проблем своих не хватает. Ну, в общем, хочется приключений. По поводу вас. У ваших соседей есть прям такое стоическое убеждение, что вы знаете больше, чем говорите. Да, что вы знаете или что такое делаете. Может быть, там нелегально делаете. И вот они хотят поймать вас, да, на этом нелегальном деле. Ну, по крайней мере, узнать, а что же вы такое делаете. Откуда это пошло? От какой-то вашей шутки. Вы пошутили. Что-то вот вы при встрече им такое сказали, видно, они вас спросили, а вы там отшутились, а они поверили. И они такие: о, она чем-то занимается, да. И вот они за вами стали следить. Поэтому около входной двери, пожалуйста, громко не разговаривайте, там, ни по телефону, ни с друг другом, ну, с домочадцами. И всегда зашторивайте окна. Зашториваете, да, чтобы они не заглядывали в ваши окна. Это для тех, кто живет в частном секторе, потому что могут подсматривать, там людям заняться нечем. Я же говорю, однообразная, скучная жизнь. Вот, своих проблем им мало, поэтому пытаются с другими подглядывать.
Дальше показывают женатого мужчину. Прям женатый мужчина, конкретно женатый, видно, давно уже женат. Ну, либо жена его там в ежовых рукавицах держит. Вы для этого мужчины любовь. Вы для этого мужчины как звезда, да, холодная, далекая, но прекрасная, манящая. Возможно, действительно, он давно в браке, и вот он, будучи в браке, влюбился в вас. Вы ему повода не даете, к себе не подпускаете, может, он и сам как бы вам ничего не говорил. А жена у него там просто этот генерал в юбке, да, женщина, которая ему спуску не дает, и он там на цыпочках ходит, да, лишний раз там слово боится сказать. Он за вами может наблюдать, но он влюблен, вы ему нравитесь, и вот он там мечтает, представляет, как будто он параллельными жизнями живет, да, с женой одной жизнью, а вот с вами в мечтах другой жизнью. У кого-то отыграется, что у вас был роман с этим человеком, был роман, пока вы в нем, например, могли не разочароваться, либо пока не узнали, что он вот там не свободен. Скорее всего, вы его послали, а он как бы ничего и не сделал, да. И он сейчас вот живет, как бы мечтает о вас, оплакивает свою жизнь и очень надеется на развод. Показано, да, что вот я когда-нибудь разведусь, когда-нибудь, да, будет хорошее время, у меня получится, я разведусь, и вот тогда он к вам придет. А у кого-то еще может отыграться, что у вас отношения, то есть по страсти начались, там и после страсти любовь пришла, а потом мужчина, значит, что неправильный выбор сделал, да, и женился, и очень сильно просчитался. И теперь эта жена с него там веревки вьет, да, в этих ежовых рукавицах его держит. И он-то думал, что он там прям все царевичем станет, а превратился в какого-то Ваньку-дурака. Да. Плохо ему, плохо. И он за вами наблюдает. Опять же, как он может наблюдать? Наблюдать, когда бывает рядом с вами, наблюдать через соцсети. И также может наблюдать на работе. Почему-то мне идет работа. Может, вы вместе работали, либо работаете. Может, он по работе приезжает. Вот. Ну, что сделано, то сделано. Теперь он навряд ли из этого брака вырвется. Почему-то мне показано, что во всех трех вариантах мужчина надеется на развод. Но он ничего не делает для того, чтобы развестись. Либо это невозможно, просто взять и развестись. То есть такое еще может быть. Ну, как бы, да, без вас плохо. С вами было хорошо. Либо мечтает о том, что с вами будет хорошо. Ну, какой-то такой странненький человек. Я так понимаю, что у него так и будет по жизни продолжаться. Ни рыба, ни мясо. Да? Человек ни рыба, ни мясо. Хотел бы изменить свою жизнь, уже бы изменил. Ну, а так ни туда, ни сюда. Так, и еще за вами, не то чтобы наблюдает, но скорее к вам присматривается мужчина. Мужчина молодой, мужчина красивый. Мужчина как в рассвете сил. Вот он, видите, показывает, что вот я красавчик. На подкове сидит этот мужчина. Удачливый мужчина. Либо у него сейчас в жизни какой-то вот разгон пошел, да? Он все выше и выше там, по карьере поднимается, либо бизнес у него растет. Как хорошая, удачная пора в жизни. Этот мужчина к вам присматривается. Мужчина, который устал от меркантильных женщин. Мужчина, который, возможно, был в достаточно таких сложных отношениях, может, в сложном браке был. Мужчина, который решил, что больше все, там, ни в отношения, ни в брак я не вступлю. Но он вас где-то видит, либо имеет честь с вами контактировать, допустим, там, по работе, там, да, по вашей работе, по его работе, неважно. И вот он к вам присматривается, чем больше он вас видит, тем сильнее к вам тянет. Я не могу сказать, что есть наблюдение, скорее вот как засматривается на вас, да? Засматривается, возможно, там пытается вас в соцсетях найти, либо у кого-то может там опять же про вас расспрашивать. Но вот этот мужчина, мне кажется, очень перспективным, тем более он на подкове сидит. То есть он сам удачливый, и отношения с таким мужчиной будут очень удачными на самом-то деле. Тем более он уже в женщинах разбирается, он уже понимает, кто ему нужен, какие отношения ему нужны. И также вижу, что мужчина на вашей, на правой стороне. То есть это верный знак того, что он вам подходит. Подходит и все.
Так, и еще одного персонажа, вот телефонная трубка. Не знаю, вы что, по телефону с ним разговариваете, может быть, как-то общаетесь, может, это вообще ваш мужчина, и он где-то сейчас в командировке, либо на вахте, либо он моряк в рейсе, да, либо там, не знаю, железнодорожник, пилот, может быть, военный, да, вот где-то он находится. Тут, знаете, в принципе, если это ваш мужчина, то он имеет какой-то хитрый метод, способ за вами наблюдать. Но опять же, если он за вами наблюдает, это не из-за недоверия, а скорее из-за страха, да, что вас кто-то обидит. Может, у вас какая-то следящая, либо там прослушивающая программа установлена дома, там на компьютере, на гаджете, на каком-то там планшет, смартфон. А если вы просто с кем-то вот по телефону общаетесь, то, скорее всего, человеку очень нравится ваш голос, и человек там в своей фантазии уже нарисовал какие-то невероятные виды вас. И, возможно, человек, зная, например, там ваше имя, фамилию, приблизительный возраст, пытается вас найти. Но я так понимаю, что не очень у него это получается, особенно если он вас не видел, да, кого искать. Много девушек с одинаковыми именами, даже фамилиями, даже отчествами, да. Это сложно. Плюс многие девушки не ведут соцсети. Такое тоже бывает. У многих вообще приватные закрытые аккаунты. То есть просто так не зайдешь. Вот. Ну, прям голос у вас волшебный, обворожительный. И мужчинам прям такой запал на ваш голос. Очень хочет вас увидеть, посмотреть, кому принадлежит такой очаровательный голос. Ну, если судьба позволит, да, либо мужчина будет понастойчивее, вы с ним точно увидитесь. Но вот как-то по телефону, разговоры по телефону идут. Так, на мужа, на жениха не обижайтесь. Еще раз говорю, это не от недоверия, это от желания вас защитить. Да? Вот когда его нет рядом, ну мало ли, что времена неспокойные. А так хотя бы, знаете, вот там какой-нибудь там сигнал получить, кого-то попросить, подключить, чтобы там к вам бегом летели, помогали. Вот это беспокойство, потому что любит вас, да? Потому что не хочет, чтобы вас обидели. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.